Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжаются. Сейчас у нас начнутся галофиналы чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа памяти первого чемпиона мира СССР Александра Егоровича Иванова. Чемпионат у нас нынче 20-й год, юбилейный получается. Давно он с 2002 у нас проводится. Александр Иванов был у нас, это зачинатель кикбоксинга не только там в Якутии, да, получается, в России, получается. Первый чемпион мира из Советского Союза он был вообще. И от него идут, славные традиции кикбоксинга, которые в начале 90-х годов, 90-х по 2000-е годы наши, якутские кикбоксеры свою лепту внесли в этот вид спорта. Команда у нас очень была сильная, лидерами были. Чемпионат у нас является, это федеральный округ, отборочный к финалу чемпионата России, который у нас в апреле месяце в Анапе пройдет. Раздел лоу-кик. И вот сейчас программа с 3 часов у нас будет 10 поединков галофинала, да, это наиболее такие зрелищные бои сейчас будут, интересные тут противостояния будут. В общем, будем смотреть сейчас, и я буду с вами комментировать. Ждем начала боев. Сперва 2 пары юниоров пойдет. Интересные бои будут. 71 килограмм. Противостояние Хабаровского края Республики Саха. Косенков Вадим, Хабаровский край. Бондарев Денис. Это у нас представитель Якутии. Представитель спортивного клуба Кангаласа. Вот сейчас он на экране, получается, своим тренером Никитой Владимировичем Наумовым. Парень опытный. Сейчас дальше я расскажу о нем. Потом у нас будет 90 плюс 91 тяжеловесы будут, да, юниора. Тоже очень интересное противостояние будет двух сильных спортсменов, оба с Приморского края. Седых Дмитрий, это победитель первенства России прошлого года. И визави его, получается, Красовский Александр, тоже победитель первенства Европы прошлого года. Так что, бой будет интересный, тяжеловесы. Уважаемые зрители, встречайте, коммутист, виртуоз мира Юлиана Кривошапкина. Сейчас у нас открытие. Культурная программа сейчас у нас будет здесь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство спорта, Управление физической культуры. Я точно знаю, да, Управление физической культуры не очень большую работу постоянно проводят. У нас соревнования, организация соревнований у нас в республике, просто на высшем уровне. Я бывал на чемпионатах России, там на западе, да, получается, в центральной России, там на югах России, везде. Организация у нас на уровне. Хочу поблагодарить. Умеют у нас организовывать соревнования. Такого мало где встречается. А у нас вот так вот. Уважаемые дамы и господа, еще раз встречаем виртуоз коммутист мира Юлиана Кривошапкина.
На ринг приглашаются юниоры весовой категории до 71 килограмма. Красный угол. Косяков Вадим, Хабаровский край. Бондарев Денис, Республика Саха-Якутия. Итак, уважаемые телезрители, начинаются у нас галофиналы. Первая пара получается, да? Возрастная категория юниоры. Вес до 71 килограмма. Представитель Хабаровского края. Встречается с представителем Республики Саха. Красный угол Хабаровский край. Косенков Вадим. И синий угол представитель республики Бондарев Денис. Бой сразу начинается с разменов лоу-киками. Скажу, что Бондарев опытный парень. Как бы знаю, что был победителем всероссийских турниров на чемпионатах. На чемпионатах, первенствах России участвовал. Финалист Кубка мира. Сейчас неприятный удар прошел в паховую область. Рефери дает время восстановиться. Так, бой продолжается. «71» очень убойный вес, самый многочисленный по участникам на чемпионатах России, даже, наверное, мира. Ну, как бы, очень много участников бывает в этом весе. Парни быстрые, убойные в этих весах. 67, 71, 75 очень мощные, быстрые бывают спортсмены. Бывают зрелищные бои в этом весе. Работаем спортсмен. Дальше скажу. Представители Хабаровского края имеют второй спортивный разряд. Бондарев Денис, представитель республики, кандидат в мастера спорта. Поопытнее будет своего соперника.
Второе попадание. Денис, руками начинай, ногой заканчивай гол. Правый снизу, Бой довольно жесткий идет. На встречных курсах. Парни обмениваются связками. Первый раунд закончился. Итак, красный угол, представитель Хабаровска. Уважаемые зрители, поддержим спортсменов аплодисментами. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Косенков Вадим, Хабаровский край. Он занимается кикбоксингом 5 лет, провел 47 боев, из них 40 одержал победу. Является призером первенства Европы. Берутся под руководством Евгения Чижикова. Косенков Вадим, Хабаровский край. Денис, проигрывай пока. Второй раунд. Бой идет на встречных курсах. Щит где? Защита где? Первым работай. Вот, и нога где? Ногой заканчивай. К сожалению, по спортсмену с Хабаровского края регалий его не знаю. Ну, парень опытный, видно. Тут как бы заявлено, что спортсмен второго разряда, но легко разменивается с Бондаревым. Ну, это значит, что парень опытный. И бой, ничего преимущества я сейчас не выделю. Вот, еще один. Нога, где нога? Нога, ногу добавляй. Пропускает спортсмен синего угла. Ногу добавляй в конце. Ногой заканчивай. Вот, еще. Давай. Ногой заканчивай. Голову подними. Ногу подними в голову. В голову. Еще. Бедро. Вот. Вот. Подними. Тяжелый сейчас бой идет. Подними ногу. Парни друг против друга плотно работают, энергозатратно это. Ногу заканчивай ногой. Давай, концовку. Концовку ногой. Спортсмен красного угла, по-моему, подсел сейчас чисто функционально. Ну, нет. Аплодисменты бойцам. Хороший, интересный поединок идет. Ничего, преимущества я так сейчас не скажу, что у кого-то есть преимущество. Республика Саха-Якутия. Он 2004 года рождения. Кикбоксингом занимается 5 лет. Провел 60 боев. Из них в 55 одержал победу. Является кандидатом в мастера спорта Российской Федерации. Бронзовый призер Moscow Open 2020. Победитель Дальневосточного федерального округа ПК-1 2022 года. Тренируется под руководством Наумова Никиты Владимировича. Бондарев Денис, Республика Саха-Якутия. Денис Бондарев, ученик Никиты Владимировича Наумова. Это спортивный клуб у него в поселке Кангаласы в нашем городском округе. У него хорошие парни. Все сейчас будет от третьего раунда зависеть. Тут преимущества ни у кого нету. Бой на встречных курсах.
проходит. Давай, заканчивай сейчас! Два, лоу! Его! Терять снизу правой рукой! Правую снизу! Вот, и отвечай, что ты! Вот так! И лоу! И лоу заканчивай! Вот! Лоу! Снизу! Вот! Вот! Давай, работай! Отойди в голову, правую! Правую в голову! Правую в голову! Правую! Разверни! Разворот! Работай, работай! Отойди в голову! Голову! Голову победи! Ногу! Ногу! Голову победи! Руки опускай! Руки опускай! Размен лоу-киками, набирают очки. Тяжелый, плотный бой идет. Спортсмен красного угла наступает. Концовка работа! Концовка, Дэн! Давай! Иди! Хороший, плотный бой идет. И, на мой взгляд, Бондарев третий раунд вытаскивает однозначно. Тренера переживают. Ждем вердикт судей. Бондарев Денис и Косенков Вадим. В этом упорном бою победу по очкам одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец из красного угла Косенков Вадим, Хабаровский край. Победу одерживает боец из красного угла Косенков Вадим, Хабаровский край. Поединок был очень упорный. Ну, чисто мое мнение, то что третий раунд вытащил Бондарев. Депутата Государственной Думы Амосова Петра Револевича. Благодарственное письмо от Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия вручается Васильеву Иннокентию Давыдовичу. Вручает исполнительный директор Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия Николай Владимирович Слепцов. Федерация кикбоксинга Республики Саха-Якутия выражает искреннюю благодарность за оказанное содействие и помощь в проведении 20-го чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Егоровича Иванова. Отличный бой прошел. Поздравляем победителя первенства Косенкова Вадима. Ну и Бондарев Денис достойно выступил. Мне даже
Показалось, что, по-моему, он вытянул бой. Ну, судьям виднее. Следующий бой у нас в весовой категории 91+. В ринг приглашаются юниоры весовой категории свыше 91 килограмма. Красный угол. Седых Дмитрий, Приморский край. Красный угол. Седых Дмитрий, Приморский край. Является победителем первенства России прошлого года. Сейчас интересный поединок будет. Седых Дмитрий, красный угол. Красовский Александр, синий угол, Приморский край. Красный угол. Красовский Александр, Приморский край. Синий угол, то есть, извиняюсь. Победитель первенства Европы прошлого года. Сейчас будет интересный финал. Они друг друга очень хорошо знают. Ребята крупные, тяжелые. Да, это возраст юниора. 3 раунда по 2 минуты. Седых Дмитрий и Красовский Александр. Сейчас будут разбираться парни из Приморского края. Итак, первый раунд. Буликин, да? Мощный лоу проходит. К нам присоединился кандидат в мастера спорта, сам сейчас является старшим тренером юниоров. Кикбокс, старшим тренером в разделе Full Contact сборной республики Александр Чугунов. Добрый день. Еще раз. Итак, у нас тяжеловесы среди юниоров в весе 91 килограмм свыше 91 килограмма. Оба спортсмена из Приморья, достаточно опытные спортсмены. К сожалению, в этих весах у нас нету спортсменов тяжеловесов.
Так, после юниоров у нас начнутся поединки среди мужчин. Гала-финалы. Начнутся поединки с веса 50, до 51 килограммов. Итак, на ринг выйдут представители Республики Саха-Якутия: Слепцов Михаил и Барашков Долан, мастер спорта России. Закончился. Он 2004 года рождения, имеет статус спортивный разряд, занимается боксом провел 36 боев, из них 26 одержал Все комбинации, представляешь, тебе что надо? Тебе на лоу сдувает. Лоу ставит щит. Ей надо было. По первому раунду, наверное, боец синего угла более активен был. Ребята опытные. Победитель первенства, победитель первенства России, победитель первенства Европы. Один спортсмен красного угла представляет Уссурийск. Представитель синего угла представляет сам Владивосток, получается. Ребята очень техничные, да? В таком весе, да, и достаточно высокая скорость демонстрируют ребята. Это больше, многого стоит в таком весе. В достаточно юном возрасте, если ребята столько весят, то в зрелом возрасте, не знаю даже, да? Да. Какая мощь, как говорится, будет у них в будущем. Каждый удар может стать последним, что говорится, в таком весе, если особенно удар поставленный. Очень хорошо работает Красовский Александр, представитель синего угла, очень активен. Да, это воспитанник Семена Жоржича. Он уже который раз выступает у нас в Якутске. Очень хороший спортсмен. Здесь я поправлю, Александр. Он, по-моему, воспитанник Бородия Юрия, есть такой тренер. Это сейчас просто Семен Жоржич в углу. Да, возможно. Он, когда раньше приезжал, еще он пухленький был, как я его помню. Да, ну, сейчас, да. Он больше был похож на спортсмена красного угла. Сейчас возмужал, похудел. очень хорошую технику показывает. Закрытый, работает. Ну и в красном углу. В красном углу там не мальчишка для битья сидит. Он парень-то является победителем первенства России прошлого года. Казалось бы, выглядит он как не особо, наверное, спортивный там торс имеет, да, но это вес такой, 91+. Ну, бывает у нас в этих весах вот такие ребята, да? На первый взгляд, да, серьезно выглядит, конечно, но в ходе боя очень неплохую технику показывает. Красовский Александр, Приморский край. Так. Третий раунд пошел. Третий заключительный раунд. Сейчас ребята должны выложиться по полной.
очень хорошо работает. Да, главное очень быстро и серийно, что немаловажно. И заметьте, ребята абсолютно не устали. Да. Это в этом весе, чем тяжелее спортсмен, то, соответственно, энергозатрат очень много. И очень часто бывает устают раньше времени спортсмены. А здесь практически Ну, это ни говорит, капли усталости. да, это говорит о тренированности. Как бы готово получается. Да. Очень хорошо подготовлены спортсмены. Никто не задыхается, руки не опускает. Все на месте. Приморская команда, да, в целом очень хорошо подготовлена. И в Приморье вообще очень большое количество занимающих. Очень популярно в последнее время. Раньше такого не было. Да. Это в последнее время, ну, работа федерации, тренеров, энтузиастов, да? Да, совершенно верно. У них импульс есть, да. Ну, последние 3-4 года, да? Да, очень интенсивно ведут работу в целом. Очень много клубов, тренеров задействовано. И наполняемость групп очень высокая. И Аплодисменты спортсменам. Отличный бой прошел. в Приморье проводится очень много турниров, соревнований разного рода. И за счет этого, соответственно, очень большая популяризация ведется в крае. Как результат, вот, отобраны лучшие из лучших, что мы видим в данный момент. В этом упорном бою победителем первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова становится боец из синего угла Красовский Александр, Приморский край. Поздравляем Александра Красовского. Да, ожидаемо Александр отработал очень грамотно, как и должен в целом работать Награждение проводит младшая дочь финалист первенства Дальнего Востока. Итак, друзья, начинается кульминационный момент всего чемпионата Дальнего Востока. Гала-финалы среди мужчин. В каждой весовой категории участвуют представители Республики Саха-Якутия, практически, ну, кроме весов 75 и до 81 килограмма. Практически в каждом весе участвуют наши спортсмены, а то и подвое домашних Красовский финалов. Александр, победитель первенства Дальнего Востока. Молодец парень, этого парня мы еще увидим на ринге, на большом ринге еще увидим. Совсем не устал. Наверное, еще бы смог бы бой провести, да? Мне так, Да, как-то я так кажется. соглашусь. Да. Приятно смотреть на таких парней. Боец синего угла Лицов Михаил. Красного угла Лицов Михаил. Республика Саха-Якутия. Так, третья пара наших голофиналов. Возрастная категория мужчины, вес 51 килограмм. Сейчас встретится в финале два представителя якутской школы, двух разных тренеров. Об этом сейчас Александр вам расскажет. Итак, с красного угла представитель Устьянской школы кикбоксинга, тренера Солдатова Дмитрия из города, из поселка Депутатск, самого отдаленного нашего района. Они, несмотря на большое расстояние, очень активно культивируют кикбоксинг, очень часто
ездят на сборы, на соревнования. Большие молодцы. С синего угла Барашков Долан, мастер спорта России. Племянник нашего старшего тренера Уюсхана Барашкова. У них так называемая семейная династия. Уюсхан Анатольевич Барашков сам является мастером спорта России международного класса. Его отец, заслуженный тренер Анатолий Барашков, сейчас присутствует в зале, наблюдает за своим внуком. У них практически вся семья кикбоксерская. Сын Анатолия Уюсхана Анатольевича Барашкова сегодня будет также выступать. Нет, прошу прощения. Он тоже является мастером спорта. Недавно он прибыл из рядов российской армии. Успешно отслужил в Уссурийске. Итак, наши спортсмены показывают очень плотный поединок. Как и, как говорится, подобает мухачам, так называемым, спортсменам в весе до 51 килограмма. Интенсивный, быстрый бой. Счет открывают. Да, ну, такого существенного ничего урона не было. Оба спортсмена в достаточно хорошей форме. Первый раунд закончился. В красном углу секундирует тренер, личный тренер Михаила Слепцова Дмитрий Солдатов. Он является директором Ульяновской ДЮСШ и также тренером по кикбоксингу. Много его воспитанников в сборной республики. Среди воспитанников есть мастера спорта, такие как Барабанский Василий, мастер спорта России. В том году он выступал на чемпионате России. Перед этим достаточно легко взял чемпионат Дальнего Востока, но в Красноярске не удалось пробиться в финал, к сожалению, на чемпионате России. Ну, из поединка я вижу, что получается поддавливает спортсмен красного угла, да, как я понял, ну, боксом у него, руками у него Все в порядке. он давит, да, вот как бы дает прочувствовать, и представитель синего угла, он как бы на отходе работает, ага. Да, между тем хочу отметить, что вот школа усьянского кикбоксинга, она характерна тем, что, скажем, такой наступающий характер, да, имеют. Да, да. Да, у них, Агрессивный. да, у них, у воспитанников Солдатова Дмитрия, все ученики у него такой имеют жесткий характер. Да, жесткий скажем так. характер, жесткий удар, да, как бы Да, отрабатывают, да, поставлено, ага, практически. поставлены. Бить умеют точно, да. Да, ну,
по сравнению вот с Доланом Барашкиным, который в тактике своей применяет все, ну, более разнообразный, скажем так, арсенал. То есть и игровик может идти в наступление, также работать на отходе. Вот, как мы видим, Сецов Михаил идет только вперед, ни Идет шагу только назад. вперед, да, и очень мощно, увесисто бьет. Да. Манера у них такая жесткая. Ну, как бы эффективная манера. Да, видно, подустали спортсмены. А тем временем у нас только второй раунд. Поддержим спортсменов аплодисментами. Синему ринга отдыхает и готовится к продолжению боя Барашка Долла, Республика Саха-Якутия. Он 2004 Вообще кикбоксинг в северных районах наших практически нигде нету, нигде не культивируется, кроме как вот в Устьянском районе. Это очень похвально, во многом энтузиасту и фанату кикбоксинга, как Дмитрию Солдатову. Республика Саха-Якутия. Да, на повторах видно, что спортсмены действительно уже достаточно подустали, слишком выложились, видимо, в первом раунде, что ли. Тем временем начался заключительный раунд финала в весе до 51 килограмма. Да, жесткий обмен. Петр, ты кому дал бы предпочтение? Я как бы сейчас я ничего не скажу. Ну, поначалу мне казалось, что спортсмен красного угла Доминирует, да, доминирует. Ну, на руках точно, да. Ну, Долан же двигается, видно же, лоу накидывает, да. У нас же набор очков. Да, вот, в маленьких весах очень сложно оценивать в целом ход боя, поскольку очень много шквальных ударов, что руками, что ногами, что очень сложно, как говорится, это проследить. Мне самому очень интересно, кто же там в отрыве по очкам. Ведет по очкам, да. Видите, как бы то, что спортсмен синего угла набирает лоу, да, ударом лоу-кик очки, компенсируется спортсменом красного угла с попаданием с рук, да, получается. Поэтому... Да, ну здесь хорошо, что у нас электронное судейство, да, и, как говорится, тут даже считать в уме там не приходится практически. На компьютере, скажем так, считать легче и более, как говорится, объективно, что ли, нежели по старинке, по запискам. То есть компьютер уже как бы сразу главному судье показывает, где, на какой стороне преимущество и качество судейства. То есть уже объективно главный судья может даже, как говорится, переоценивать судейство. Единогласным решением судей
Победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира СССР Александра Иванова, боец красного угла. Молодец. Поздравляем. Да, Михаил Слепцов Михаил Слепцов. одержал победу практически в равном бою, да, можно так сказать. Александра Иванова. Ну, явного преимущества ни за кем не наблюдалось, скажем так. Хороший, быстрый бой прошел. Награждается Барашков Дуалан, Республика Саха-Якутия. Следующая пара. Награждается Слепцов Михаил, Республика Саха-Якутия. Следующая пара весит до 54 килограмм. Представитель из красного угла, представитель Республики Саха-Якутия Местников Аял, мастер спорта России международного класса. Ему будет противостоять спортсмен из Приморья Моисеев Николай, спортсмен второго спортивного разряда. В ринг приглашается красный угол Местников Аял, Республика Саха-Якутия. Местников Аял, для сведения, вот, только что практически приехал из Сахалина, где вот 2 недели назад проходил чемпионат Дальнего Востока в разделе К1, где стал чемпионом Дальнего Востока в разделе К1. Будем надеяться, что он также находится в пике формы. Против него в ринг выходит Моисеев Николай, представитель Приморского края, спортсмен второго разряда. Ну, сейчас посмотрим. Ну, Александр, мне кажется, что это там может быть слукавили, что он спортсмен второго разряда, да, тут может Да. быть такое. Там, ну, сейчас конечно. бой будет, там никто тушеваться не будет. Вот до этого бой был у нас. Это перворазрядник убрал мастера спорта России. Да, Ага, да. Я соглашусь. Ага, Это ни о чем не говорит, да. поскольку в заявке тренера могут указать не совсем корректные данные, чтобы, скажем, спортсмен представлял черную лошадку. Ну, так можно, если так можно выразиться. Ну, будем надеяться, что Аял Местников сейчас поделится своим опытом. Да, он может поделиться. Парень давно уже боксирует, мастер спорта международного класса. Да, является сотрудником Министерства внутренних дел. То есть он и за, как говорится, Вот оно. как сотрудник, в целом действующий спортсмен. Да. То, о чем мы говорили. Сразу же. Да. Никто там тушеваться не С собирается. Да. порога показывают очень плотный бой. Единственное, могу сказать за Аяла. Аял очень жесткий спортсмен, сам по себе он бьет, бьющий. Ага. Да. И он как бы специализируется, да. он- Видно, да. что вот по корпусу Да. такие увесистые удары уже Ага. прощупывает Аял. Он специализируется в основном К1, но парень бьющий он у нас. Очень красиво наблюдать за такими поединками, да? Да. Вот когда вот люди вот действительно, как говорится, уверены в себе и показывают абсолютную технику, что руками, что ногами. Да, когда никто не сдает назад, да? Как бы когда идет борьба. Интересно за такими боями наблюдать, да. Одно удовольствие. Ага. Сейчас как бы получается то, что Аял Местников протестирует молодого. У Семена Жоржевича, думаю, Полищука парень точно не мальчишка для битья. В общем, биться будет до конца.
Аял Местников на чемпионатах России, наверное, раза 3-4 был чемпионом России, да, я так думаю. Ага, и в призах очень много раз был. Чемпионат Европы. Ну, вот сейчас, чемпион Европы он был. Сейчас не скажу. Но он очень бьющий парень. Ага. Как-то даже выступал в смешанных единоборствах, по-моему. Наверное. Но сейчас он как сотрудник, сотрудник ведомственных соревнований участвует также. По рукопашному бою. Главный тренер республики Андрей Васильевич Алексеев. Команда сдвинет. В синем углу Семен Жоржич. Да, глухая защита у Аяла. Алло. Отлично. Я переживу. Спасибо. Боец красного угла закрыт, все видит абсолютно. Ага. Корпус проверяет, я вижу. Ага. Ага. Местников в своей манере начал работать, да, ломать начал. Но представитель Приморья не сдается, парень. Вот так даже. Хороший интенсивный бой идет. Да, вообще не тушует молодой парень перед международником, да? Да, Тоже да, многого стоит. Да, так он, Абсолютно на равных хочет биться да. Мгм. и показывает очень неплохую технику в целом. Вот сейчас спортсмен красного угла корпус проверяет, да, получается? То бишь, Да, прощупывает, Прощупывает, да. Дыхание пытается сбить. И это, по-моему, у него получается. Видите, раз. Да, два, вот он. Вот он, как раз да. таки Петя прочувствовал, как опытный спортсмен. Да. Как бы старый волк. Он проверяет сейчас молодого. Он, Да. как я уже говорил. Да, достаточно жесткий урон. Да. Вот и все. Аял молодец. Как говорится, да, полотенце уже готовит Семен Жоржич. Молодой. Зачем ломать молодого? Все, Да. поединок на этом окончен. Как и ожидалось, мастер спорта международного класса показал свой класс и, как говорится, провел экзамен для молодого спортсмена из Приморья. Ну, это опыт. Это опыт. Да. А так, Моисеев Николай молодец, да. Да, неплохое Там- впечатление оставил, да. Да, да. Что уж. Какие его годы все еще впереди. В этом бою победу одержал и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова, боец красного угла. Поздравляем Аяла с красивой победой. Награждение проводит родной племянник Александра Егоровича Иванова, сын Альберта Егоровича Иванова, Петр Альбертович Иванов. Поздравляем Аяла с уверенной победой. Второе место в весовой категории до 50
Спортсменов награждает сын, да. Спортсменов награждает племянник Александра Егоровича. Сын Альберта Егоровича. Петр Альбертович. Очень хороший, содержательный был поединок с получающей концовкой, да? Ага. Лесникову Аяну заняли первое место, вручается специальный приз. Бриллиант от контракт металла. Итак, 50... Так, следующий бой в весе до 57 килограмм. Константинов. В ринг выйдут Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта, и Асташков Антон, кандидат мастера спорта из Хабаровского края. Мужчины весовой категории до 57 килограмм. Два кандидата мастера спорта. Иванов Сергей, Республика Саха-Якутия. Иванов Сергей является студентом Северо-Восточного федерального университета, воспитанник Аяла Мигалкина. Аяла Мигалкина, который в данный момент секундирует спортсмену. И спортсмен из Хабаровского края, кандидат мастера спорта Асташков Антон. Ему секундирует Татьяна Реймер, видимо, его личный тренер. Очень опытный тренер. Ну и, соответственно, воспитанник, думаю, тоже неплохой. Да, сейчас будет интересный бой. Иванова Сергея я знаю, как он боксирует. Парень опытный, не тушуется тоже. Видел он разное. Ну, хабаровские ребята биться, в общем, боксировать умеют, это мы знаем. Так что сейчас посмотрим. Тоже да, должен быть интересный поединок. Сергей студент Северо-Восточного федерального университета, как я сказал, Института физической культуры. То есть профессиональный спортсмен, можно так сказать, если так можно выразиться. Будем надеяться, что он защитит честь своей республики, своего университета. Ринг покажет. Иванов и Асташков, 57 килограмм мужчины. Асташков, да, видно, что рослый. Антропометрия, выше, да, на его выше стороне. нашего спортсмена. Ну, соответственно, Сергею сейчас надо идти только вперед. Хороший, жирный в такой наступающей волки. манере. В наступающей манере работать. Ну, а Асташков, соответственно, скорее всего, будет работать вторым номером. С дистанции. Ну да, с дистанции ему выгоднее будет работать. Лоу-кики от Иванова Сергея. Да, Такие летят как ощутимые, подарки. да. Плотно засаживает он их. Закрытый тоже, да? Хорошо, наверное, иметь длинные руки, длинные ноги. Да, наверное, да. Наверное. Как выглядит, очень удобно. С дальней дистанции. К сожалению, мы с Петром, как говорится, по антропометрии чуть-чуть далеки от этих Да. параметров. Нам приходилось больше работать, наоборот, ближе Да, заходить, да. да. Только на наступающей манере. что На говорить. взрывах. Наверное, хорошо иметь, да.
Так, сейчас Сергею очень важно загонять в угол и не отпускать оттуда Асташкова. Да, зажимать надо. Я вот Да. смотрю, представитель Хабаровского, он начал уже двигаться, что-то начал выдергивать, да, что-то. Ну, очень спокойно работает, Да. свою программу знает. Ну, каждый спортсмен тоже не новичок, как говорится. Свою задачу знают. Будем надеяться, что Сергей очень грамотно проведет бой. Сейчас важно зажимать углу, работать первым номером и как можно максимально плотно. Потому что Асташков, естественно, вот с дистанции очень много обстреливает достаточно удачно. Очки собирает, поэтому надо догонять. Так, второй раунд. Так, мне кажется, Сергей слишком спокоен. Да. Ну, Это не знаю, сейчас чрезмерно. посмотрим, да. Вот после наставлений секундантов представитель Хабаровска пошел вперед, да? Но Наверное, там очки есть какой-то набирает. план. Мы будем надеяться, что главный тренер не должен ошибаться в целом. Он в целом он закрыт, как бы видит, что делает. Надо отрабатывать еще, не просто подходить, а надо отрабатывать, да? Да. А так в целом он не пропускает закрыт. Вот видите, очко это прошло уже. Вот. Ответ, обмен. Э, А здесь без ответа. Уже забрал очко. Интересный поединок идет, ага. Бой идет тут, да, борьба идет. Конкурент. Обмены. Пока одни обмены идут. Ну, такой большой разницы. Да, преимущества я тоже не вижу ни у того, ни у этого спортсмена. Да. Позиционная борьба идет. Вот. Ага. Хороший, мощный лоу, по-моему, прошел, ощутимый. Вот здесь уже прошел лоу. Отвечать надо. Full контакт Отлично, с да. лоу-киком характерен тем, что здесь очень много страдает бедра, ноги. Ты помнишь, да? Выступал по лоу? Конечно. Да, помнишь, после соревнований Да. все участники, кто, как говорится, как раненые эти ходили. И в основном с одной ногой. Это левая передняя нога особенно страдала. И невозможно было ее согнуть или выпрямить практически. Мастера спорта России. Кикбоксингом занимается Очень больно. Но это как говорится, со стороны выглядит так радужно и весело. Но на самом-то деле, конечно, пока тепло не ощущаешь, но когда после боя человек остывает, вот здесь начинаются самые жесткие последствия таких поединков. Естественно, когда противник со всей мощи, как говорится, со всем весом раз 20-30 за бой бьет по ногам, это, скажем так, не очень приятно. Бой интенсивный пошел. В третьем раунде сейчас ясно будет, кто выиграет. да. Тут совершенно равное, да. На равных. Мне кажется, на равных все идет. Очень сложно дать кому-то предпочтение. Да, сейчас судьям как никому сложно определить, конечно. Но, тем не менее, как я сказал, компьютерное судейство, оно дает такое преимущество, что здесь даже судья боковой, да, он не видит
практически результата. Кто, как говорится, ведет, он автоматически, интуитивно, как говорится, дает очки тому или иному спортсмену, не подсчитывая, как говорится, реальный счет. Вот в чем, как говорится, преимущество электронного судейства. А кроме этого, главный судья наблюдает за всем этим. То есть, если где-то происходит засуживание и так далее, главный судья все за этим наблюдает. Вот, тем самым это исключается, как говорится, не объективное судейство. Непредвзятое судейство, скажем так. Так. У Сергея нос пробит. Это не очень хороший, как говорится, это травма, за счет которого сейчас сбивается очень дыхание. Очень сложно дышать ему в данный момент. Но тем не менее надо концовочку сейчас отработать. Так, завершился поединок. Да, и нам очень интересно узнать результат, конечно же. Ну, думаем, победа будет достойна. Бой прошел в конкурентной борьбе, да, сейчас вердикт судей услышим. Следующая пара в весе 60 килограмм. Выходят оба спортсмены, представители Республики Саха-Якутия. Босиков Тит, спортсмен первого разряда, и Тимофей Сивцев, мастер спорта России, чемпион прошлого года в разделе К1. Памяти первого чемпиона мира СССР Александра Иванова, боец красного угла. Сергей Иванов, поздравляем, кандидат в мастера спорта, одержал победу по очкам. Награждение проводит родная сестра Александра Егоровича Иванова, Наталья Егоровна Михайловна. Оба спортсмена кандидаты в мастера спорта. Ну, можно сказать, они близки к выполнению норматива мастера спорта России. Сейчас Сергей Иванов получил путевку на чемпионат России. Очень надеемся на успешные сборы и достичь пика формы и успешно выступить на чемпионате России, который пройдет в Анапе в апреле в следующем месяце. Боец красного угла. Босиков Тит, Республика Саха-Якутия. К рингу выходит Босиков Тит, перворазрядник Республика Саха-Якутия. Если не ошибаюсь, он уроженец Намского Луса. Так, да, Петя? Да, по-моему, да. Да. Парень давно боксирует, он сейчас только на возрастной категории мужики, только по-моему, вышел. Только да. вышел из юниоров. Молодой спортсмен. И Тимофей Сивцев, мастер спорта России, герой прошлогоднего чемпионата России, который прошел в Якутске, чемпион России, Да. член сборной России, также в том году летом прошел сборы в составе сборной команды России в Калмыкии. Должен был участвовать на Кубке мира, но по неизвестным причинам он туда поехал.
какие-то подводные интриги, что ли, не позволили ему выйти на ринг. Да, там имело место быть какая-то неприятная ситуация была, да? Да. Что-то кто-то что-то утерял и это. Ну, Абсолютно парень непонятно. наш боксирует. Буквально недели 2 назад он с Южно-Сахалинска приехал, да, где К1 он уверенно выиграл, Да. получается, в этой весовой категории. То есть уже в кармане путевка в разделе К1. Чемпионат России нынче пройдет в Грозном. Через Уже неделю, практически по-моему, да? неделю, да. Ага. Через неделю, уже 21 числа начинается чемпионат России в Грозном, Республика Чечня, куда Тимофей поедет в составе сборной Дальнего Востока. Я вот наблюдаю за Тимофеем, он набирает вообще, как бы, в кондициях хороших он находится в данное время. Ну его раздел, я думаю, это больше К1, да? Мне так кажется. Да, Ага. да. Наши Ага. спортсмены в целом за все прошлые года, когда у нас в республике проходил раздел К1 до нынешнего года, нынче у нас проводится full контакт с лоу-киком. До этого постоянно культивировали К1, соответственно, весь костяк нашей сборной республики состоит из, вот, как говорится, спортсменов, взращенных в разделе К1. Да, да, да. Вот мы сейчас можем увидеть, да, манеру, вот как бы ребята хотят колено запустить, да? Да, любезный обмен запрещенными ударами. Тимофей Сивцев с малых лет занимается кикбоксингом. Начинал он у Сергея Хлопкова и Ивана Колесова в республиканском специализированном детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Сейчас тренируется под руководством главного тренера Андрея Алексеева. Такой очень серьезный, фанатичный спортсмен, можно сказать. В прошлом году он нас обрадовал, конечно, на 57 на чемпионате России, как он их убедительно выиграл, да. Да, Ага. очень красивые Ага. бои. У него своя характерная манера ведения боя, да. Да, И да. вот такие удары, как прямо заряжает, такие с дальней дистанции, Да, он такой. что руками, что ногами, прямо такие стремительные, что Да, да, такие ощутимые. Да, да, выглядит очень красиво и очень эффектно. обрадовал он нас в прошлом году. Да, манера у него своя такая вот. Да, он с малых лет тренируется и, как говорится, до мозга костей кикбоксер. И такие резко, скажем так, зрелые результаты он показал именно в прошлом году. До чемпионата России домашнего, да, он выступал в Open Moskva Да, Open, Moscow Open, да. где выполнил нормативы мастера мастера спорта спорта, да. России, и новоиспеченный мастер спорта подтвердил свое звание на домашнем чемпионате России. Провел 4 поединка и все их уверенно выиграл. Да, в том числе и со спортсменами из Чечни. Нет, там Нет, да? нет, так и было. Там, по-моему, спортсменов из Чечни 2 или 3 точно Да, было. он убрал. Один за одним, Да, прямо, да. это Заявлено было, очень- много бойцов было. Это ага. очень важно в плане того, что, как говорится, сейчас в составе сборной России Чечня занимает тоже определенное место. Вот благодаря чему и чемпионат России у них нынче уже за короткое время во второй раз проводится. Да, 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 В да. Грозном. Ага. Тоже недавно, за несколько лет назад тоже, как говорится, чемпионат России там проводился. Как мы знаем, на Кавказе в целом единоборство очень сильно культивируется и поддерживается правительством. Да, да. Поэтому это многого стоит, когда вот на домашнем чемпионате наш спортсмен победил
представителей Чеченской Республики. Да, Тимофей Сивцев сейчас, можно сказать, проводит экзамен. Босиков Тит тоже недавно перешел в категории мужчин. Да, по-моему, Да, только-только перешел. Да, Да. молодой спортсмен тоже получает экзаменационные тесты у своего старшего оппонента Тимофея Сивцева. Тимофей вот ведет бой вот в своей манере, видите, очень резкие и длинные удары. Очень длинные, прямо с дальней дистанции практически. Такие стремительные удары. Ну, в хороших кондициях, да. Да, видно. очень красиво выглядит. Очень резкий, да? Все в разрез. Вот у него манера, да, у Сивцева, бить в разрез. Видите, когда вот противник только начинает удар, он опережает что руками, что ногами. У него именно такая манера ведения боя. Отдыхает и готовится к продолжению боя. Тимофей, Республика Саха-Якутия. От 1999 года рождения, является мастером спорта России. Кикбоксингом занимается 11 лет. Является чемпионом России 2021 года в разделе К1, а также победителем Moscow Open 2021 года в разделе К1. Тренируется под руководством Андрея Алексеева. Сивцев Тимофей, Республика Саха-Якутия. А так на повторе видно, что Тимофей не влаживается в удары, ну, скажем так, не в самую полную силу работает со своим оппонентом, поскольку они оба являются воспитанниками одной школы кикбоксинга. Но тем не менее, конечно, каждый удар мастера спорта он, достаточно акцентированный, и легкими их назвать очень сложно. Рефери в ринге, судья всероссийской категории Янчев Артем, город Владивосток, сам является тренером, сам же бывший спортсмен. Он также является директором Федерации кикбоксинга города Владивостока. Да. если не ошибаюсь, да. То есть у них федерация края, а также города Владивостока отдельно. Тоже очень активно работают они, ведут работу. То есть очень много проводят турниров, что краевых, что городских и так далее, практически каждую неделю. Да, каждую В неделю. том году, когда у нас здесь из-за эпидобстановки соревнования, к сожалению, были запрещены в Приморском крае, соревнования проходили практически каждую неделю. Да, и поэтому, соответственно, спортсмены у них очень хорошо подготовленные, естественно, натасканные. Раз за разом спокойно набирает очки, да? Да. С левой руки попал, туда же с левой ноги Как по лоу. учебнику, Мгм. грамотно. Всё видит спокойненько. Опасная вертушка Благодарю в спортсмена. исполнении Тимофея на концовке. Но здесь, думаю, ни у кого не возникнет вопросов насчет победителя. Поединок прошел ровный достаточно. В этом бою По сценарию Тимофея Сивцева.
чемпионом Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик боец с синего угла Сивцев Тимофей, Поздравляем. Республика Поздравляем. Саха-Якутия. Тимофей. Результат долгой, кропотливой работы спортсмена и тренеров. Да, он с детства. С детства я вижу его, помню, маленький Да, совсем, да. с малых лет занимается кикбоксингом. Столько крови и пота было пролито за эти года. Ну, несмотря на все заслуги, Тимофей очень скромный, молодой человек с чистым сердцем, можно так сказать, что очень красит кикбоксинг в целом. Все кикбоксеры, можно, если, как говорится, так выразиться, достаточно скромные, да, вот если взять даже всех наших звезд, молодых мастеров спорта, ребята все очень скромные и, как говорится, нет чтобы такого, чтобы где-то, как говорится, участвовали в каких-то некрасивых ситуациях, Да-да. скажем так. Скромность украшает человека, говорят. Да. Итак, у нас сейчас это у нас 60 килограмм прошло. И сейчас будет интересный поединок. Ага, в весе 71 килограмм. Да, наш лидер Михаил Иванов выйдет против спортсмена из Камчатского края. Гаюнли Мирослав. Такой интересная фамилия, да? Гаюнли. Красный угол Гаюнли Мирослав, Камчатка. Как мы видим, бойцы у них хорошие. Ага. Ну, естественно, как говорится, Камчатка, несмотря на то, что является нашим соседом, но путь к нам не такой короткий. То есть они сюда прилетели через Новосибирск. Представляешь? Да, они летели до Новосибирска и затем до Якутска. И несмотря на то, что географически они наши соседи, путь не близкий. Поэтому им вынужденно, как говорится, приходится вести только лучших из лучших, а не всех подряд. А с синего угла выйдет в ринг наш мастер спорта Иванов Михаил, именитый спортсмен. Чемпион России прошлого года в разделе лоу-кик. Член сборной получается. Да. Также он на чемпионате России в Якутске здесь третий был, тоже 3-4 боя провел. Ну, Да, в прошлом году он хорошо отработал. И кроме этого тоже в составе сборной России проходил учебно-тренировочные сборы в Калмыкии. И в парах стоял с самим руководителем, главой региона. Вот у также- Сергеевичем Хасиковым, да? Да, Ага. и очень достойно Да. они отработали в паре с Бату Сергеевичем Хасиковым, чемпионом мира среди профессионалов. Это очень многого стоит. И, по-моему, не раз они встречались в спаррингах, ну, в отработках в паре, да? Вот, в зимних сборах тоже в январе Миша съездил на учебно-тренировочные сборы сборной России, где также с Бату Сергеевичем отработал в парах. Бату Сергеевич Хасиков — это глава Республики Калмыкия, президент Федерации кикбоксинга России, сам именитый кикбоксер, вообще в свое Заслуженный время, мастер да, спорта, заслуженный мастер многократный спорта. чемпион мира. По профи и по любительскому, Да. все, что можно было взять, он взял. Просто отличный спортсмен. А кроме этого, актер Да, профессиональный. да, Да, уникальный человек. Да, пример миллионов, что говорится. Для подражания точно, для мальчишек. Да. Да и как человек в целом, говорят, очень приятный, скромный, такой
достаточно дипломатичный, ну, без лишних понтов, скажем так, да, для такого большого, как говорится, уровня человека. И это опять же тоже красит кикбоксинг в целом. Да. Видно уровень Михаила. Да, он поддавливает, ага. Да, идет и, как говорится, да, принимает экзамен у молодого спортсмена из Камчатки. Гаюнли Мирослав, как заявлено, является спортсменом второго спортивного разряда. Ну, видно, что молодой спортсмен. Да, Миша, член сборной России, естественно, он, как говорится, Отлично отрабатывал. да, не должен, как говорится, слишком жестко отрабатывать. Ну, видно, что не влаживается в максимальную силу. Очень красивые удары продемонстрировал Михаил. Ну, видно, что он не старается его прямо сразу уронить. И, как говорится, чем больше сила, тем больше ответственность. Да? Показал амплитудные удары, да, связочки красивые, да. Это, знаешь, Петя, это откуда слова? Чем больше сила, тем больше ответственность. Это дедушка Человека-паука. В фильме, в одноименном фильме, когда вот Тоби Магуайру как-то он так сказал, что я запомнил вот это выражение, очень мудрое, да, скажем так, Повторы смотрим. которое, да, именно должно характеризовать всех спортсменов единоборств. То есть, чем больше у тебя сила, тем больше ответственность у тебя должна быть. Михаил Иванов давно тренируется. Он начинал заниматься у Анатолия Романовича. Не, к сожалению, покойного. Он тайским боксом занимались. Потом где-то года 3-4 Это где? Спортивный клуб. Ну, Анатолий Романович занимался тайским боксом. Сарел, наверное, да, спортивный клуб. Ага. Потом он, года 4-5, наверное, у Андрея Алексеева тренируется, да? В составе сборной Да, республики. он давно занимается. Сам Михаил уроженец Нюрбинского района, Нюрбинского улуса. А нюрбинцы, как мы знаем, в крови, что говорится, хорошие боксеры и кикбоксеры. Александр Иванов, уроженец Нюрбинского района. Поэтому, как никто, нюрбинцы обязаны показывать хороший кикбоксинг. Да, видно, очень амплитудные удары, но не в полную силу. Очки тем временем набирают грамотно. О. Не стоит расслабляться Михаилу, а то мало ли, в таком весе, это 71 килограмм, это очень серьезный вес. Ну, вообще в таких видах спорта нельзя расслабляться. Да. Бывают разные. Да, чуть-чуть зазевался, и один удар может отключить Совершенно верно. свет. И это может оказаться очень горькой ошибкой. Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия. Все, секундант показывает. Секундант Хочет показывает, остановить да. бой.
достаточно, говорит, видно, что говорит достаточно, ты отработал 2 раунда, но спортсмен ни в какую не хочет сдаваться, хочет отработать весь бой. Кубукова Алексеева, Иванов Михаил, Республика Саха-Якутия. Да, видно, что спортсмен расстроен, он хотел до конца отработать. Но тренеру, наверное, виднее. Да, конечно. Да, не дай бог там, Ну, да. как говорится, еще разгон еще, как говорится, на кураже Михаил может уронить его. И это может послужить не очень хорошим опытом для молодого спортсмена. Все правильно. И отбить все желание. Понимаете, вот поэтому мудрое решение тренера, я так считаю. Молодец, Михаил. Очень грамотно, аккуратно отработал поединок. Не стал молодого спортсмена душить, в кавычках, да? Да. А то, конечно, бывают разные спортсмены. Кто-то, тем более в домашнем чемпионате, может, чтобы, как говорится, показать красоту своего мастерства, может, как говорится, очень грубо и сильно отработать с молодым спортсменом, чего не стал делать наш Михаил. Поздравляем с победой. Да, поздравляем Михаила. Следующий поединок весит до 75 килограмм. Это уже, можно сказать, тяжеловесы. Оба спортсмена гости нашего ринга. Ванатьев Халид, спортсмен из Приморского края, 2-й спортивный разряд. И Демченко Валерий, Хабаровский край, 2-й разряд. В ринг приглашается весовой категории до 75 килограмм. Красный угол. Ванатьев Халид, Приморский край. Так, из красного угла выходит Ванатьев Халид, спортсмен из Приморского края, 2-й спортивный разряд. Против него с синего угла выходит спортсмен из Хабаровского края, Демченко Валерий. Оба спортсмена имеют 2-й спортивный разряд. Это говорит о том, что спортсмены достаточно молодые. И, сейчас ринг покажет, кто из них достоин быть чемпионом Дальнего Востока. Вес 75 до 75 килограмм. Это уже серьезный вес, достаточно тяжелый. И здесь каждый удар, что руками, что ногой, как говорится, может быть последним. В этих весах очень часто бывает нокаутов и нокдаунов. Итак, оба спортсмены по возрасту не молодые, но по спортивным достижениям такая достаточно молодые, можно сказать. Сразу видим, как спортсмен с синего угла активно отрабатывает руками. Да, поставленный удар руками демонстрирует. Демченко
спортсмен из Хабаровского края. Хабаровск в целом. Да, удар пропустил спортсмен красного угла. Такой увесистый. Боковой справа. Хабаровск в целом известен в нашем округе боксерскими традициями. В Хабаровске очень много хороших боксеров. И тут видно, что Демченко Валерий, да, вот именно доминирует именно в боксерском стиле. Видите, вот. И ножки тоже есть. Хорошо достает по голове. Но в основном работает руками. Вот. Ну, на мой взгляд, это больше боксерская техника. Да, очень плотно закрыт. Ну, на мой взгляд, лично мой взгляд, синий доминирует в первом разведочном раунде. Да, и ножки неплохие идут. Ногой в голову уже несколько раз повторил. Попадание. Да, безусловно, первый раунд за спортсменом из синего угла. Демченко Валерий. Отдыхает, приготовится к продолжению боя. Ванадеев Халид, Приморский край. Он 1995 года. Имеет второй спортивный разряд. Занимается провел 10 боев, из них 6 держал В победу. синем углу секундирует тренер из Хабаровска Чириков Евгений. Ему помогает наш Денис Андреев. Наш именитый спортсмен в массе спорта России международного класса. Ну, видно, что они знакомы, возможно, и друзья. Да, на повторах очень красивые комбинации в исполнении спортсмена из Хабаровска Демченко Валерия. Итак, начинается второй раунд. Второй раунд. Спортсмен из синего угла, кроме всего, является левшой, левосторонней стойки, и тем самым достаточно неудобен для спортсмена из красного угла. Да, очень акцентированные удары в боксерском стиле проводит Демченко. И по корпусу в том числе. Что-то мне подсказывает, что поединок может завершиться досрочно. Вот, да. Что по голове, что по корпусу. Вот, очень такие ощутимые удары проходят. И мне кажется, Демченко еще не в полную силу работает на данный момент. То есть боюсь предположить, что в третьем раунде Демченко вообще, как говорится, если начнет работать в полную силу, да, еще раз открывает счет во второй раз, и возможно поединок может завершиться досрочно. Да, так и есть. Тренер из красного угла уже стоит с полотенцем. Поединок завершился ввиду явного преимущества спортсмена из Хабаровска Демченко Валерия. Да. Мастерство, безусловно, выше оказалось у спортсмена синего угла. Видно, что спортсмен не такой сырой. Возможно, он пришел из бокса. Что-то мне подсказывает. Да, в кикбоксинг очень часто приходят из бокса. Как мы знаем,
Достаточно только, как говорится, поднатаскать удары ногами. И, соответственно, вот тебе и готовый кикбоксер. Поздравляем Демченко Валерия с красивой досрочной победой в весе до 75 килограмм. Следующий поединок в весе до 81 килограмм. Выйдут в ринг опять же гости. Буров Семен в массе спорта России из Хабаровского края и Шин Илья, спортсмен из Приморского края со вторым разрядом, спортивным разрядом. Смена судейской бригады. Рефери в ринге. Иванов. Боковые судьи. Горохов. Борисов. Кондратьев. Так, В ринг приглашается в весовой категории до 81 килограмма. Красный угол. Буров Семен, Хабаровский край. Итак, спортсмены выходят. Пара в весе до 81 килограмма. Буров Семен красного угла, массе спорта России из Хабаровского края. Будет проверять спортсмена из Приморского края Шин Илью, спортсмен второго разряда. Сейчас посмотрим. Всяко бывает в ринге, конечно. Заявленных спортивных достижениях могут указывать не совсем корректные данные. Ну, я так полагаю, что с Приморья воспитанник Андрея Подоплелова, главного тренера Приморского края, это говорит о том, что спортсмен тоже, скорее всего, не лыком шитый. Ну, ринг покажет. Ну, сразу на первый взгляд видно, что Семен Буров из Хабаровска, вот такой мощный. Буров Сергей и Шин Илья. Буров Семен. Буров Мастер спорта России, Хабаровский край. Да, выглядит более мощнее в массе спорта Буров Семен. И длиннее. Длиннее руки, длиннее ноги. Что является, безусловно, ну, таким достаточно серьезным преимуществом. Ну и Шин Илья, да, тоже не пасует. Видно, что абсолютно не боится мастера спорта. Ни шагу назад. Я думаю, что ребята не раз встречались с ними. Да, возможно. Да, очень плотные удары проводит спортсмен красного угла. Опасный. И, возможно, бой может прерваться досрочно. Вес 81 килограмм. Здесь очень-очень увесистые удары. Каждый удар пропущенный, это очень сильный ущерб. Конечно, парни убойные. Пользуюсь еще раз случаем, хочу родителей призвать, чтобы ребятишек на секции приводили. У нас спортивные клубы
находится в спорткомплексе Дахсун. Там с молодежью работают, да? Спортивные клубы. В Кангаласах есть у нас очень хороший тренер. Хороший клуб, результативный. Да, в Кангаласы, кроме самого Кангаласы, ходят туда тренироваться еще и Сулагина, здесь лежащего пригорода, если не ошибаюсь. Да. Спасибо, Петр, что, как говорится, периодически напоминаешь. Да, я тоже хотел бы, пользуясь случаем, пригласить на занятия спортивной секции кикбоксинга, которые проводятся у нас бесплатно для учащихся и также для взрослого населения. Взрослые люди, да, мужчины и женщины могут заняться кикбоксингом в спортивном комплексе «Триумф», в нашем самом лучшем современном комплексе. В зале бокса тренирует главный тренер республики Андрей Алексеев, а также старший тренер Леонид Иванов. В спортивном комплексе «Дахсун» в основном у нас юноши и юниоры занимаются. Очень много групп начального, среднего, как говорится, уровня. Поэтому для каждого начинающего, как говорится, будет подход индивидуальный. Поэтому приводите детей, пожалуйста. И мы воспитываем настоящих чемпионов, можно так сказать. Тем временем второй раунд. Очень уверенно себя чувствует Буров в массе спорта из Хабаровска. Парень такой мощный, фактурно, хорошо выглядит, да? Да. Работает спокойно, Видно, что технично. Да. Ну и соперник Шин Илья. Я как вижу, что Приморский край — это уссурийский кикбоксинг. Тренер у него заслуженный тренер сборной России. Заслуженный тренер России, главный тренер, главный тренер с Приморского края Андрей Вячеславович Подоплелов. Многих спортсменов он воспитал, в том числе чемпиона мира Александра Захарова. Да. Его воспитанник, чемпион мира Александр Захаров, он многократный чемпион мира, к тому же, да. Сейчас он является депутатом краевого Заксобрания, да. Да. Замечательный спортсмен, просто я видел, как на чемпионате России, когда он на ринге, там просто энергия бурлит от ринга. Просто, да. Он такой очень красивый, сродни балета кикбоксинг показывает Александр Захаров. Да. Бывают такие бои, они красивее танца бывают. Это те, кто спортом занимался, они знают, да. Вот, одно удовольствие, когда вот на таких поединках вот своими глазами наблюдаешь, да, за заслуженными мастерами спорта. Вот у них каждое движение настолько отточено, что действительно я вот, как говорится, могу его сравнить с балетом. Да, я вас понимаю. Так и есть, так бывает. Да, Андрей Подоплелов сейчас вот секундирует и наставляет своему воспитаннику. А также на красном углу Евгений Чижиков. Жаль, что нынче у нас нету амурской команды, там серьезная команда есть. Да, с Амурской области, да. А почему не приехали-то? Я даже не знаю. Честно, не владею информацией. Возможно, потому что там тренер сейчас же старший, кто работает, Михаил, я вот фамилия не помню, они в тайском боксе выступают. Да, сейчас да, вот да, через неделю в Улан-Удэ чемпионат России по тайскому боксу. Возможно, из-за этого. У него очень сильные ребята. Машина, да. Спортклуб «Машина». Спортклуб «Машина» там. Михаил, там серьезные ребята у него. Да, у него воспитанники, действительно, каждый спортсмен уникален. Очень сильный спортсмен.
как бы есть там ребята, да. С Амурской области всегда всю дорогу постоянно к нам приезжали, да вот нынче что-то их Да, нету. да, К сожалению, не владею, почему их нету. Максим, там Умрихин, что-то не видно его, да? Были у него ребята. Да, молодой спортсмен Илья Шин отработал все 3 раунда достойно, несмотря на то, что он является молодым спортсменом по сравнению вот с мастером спорта из Хабаровска. Достаточно плотно отрабатывает и нисколечки не устали спортсмены. Опять же, вот в высоких весовых категориях, больших весовых категориях, это частое явление, когда спортсмены раньше времени устают. Да, видим, тут ребята готовые, да? Да. Ага. Дышат, Это видят. говорит о уровне Национальная готовность. чемпионата и в целом и спортсменов. Не тушует, идет вперед. Ну только так, только через бои, через сложные бои. Идет рост. В следующем, ну, последнем заключительном поединке до 91 килограмма выйдут спортсмен из Приморского края, массе спорта России, Вагабов Шамиль. Очень нам знакомый спортсмен, он ежегодно сюда приезжает, достаточно успешно выступает. И против него выступит наш спортсмен Куцуруев Адулай, спортсмен первого спортивного разряда. Если честно, я вот не знаю, раньше не слышал о таком спортсмене. Ты Я, да, знаешь? я вот уже не знаю. Ну, посмотрим, будем посмотреть, как говорят. Ну, Вагабов Ага. Шамиль известный боец, Да. друг наших спортсменов, да, как бы давно выступает. Очень Уссурийский кикбоксер. опытный. Ну, здесь, в данном поединке, естественно, ни у кого нет сомнений, что мастер спорта России из Хабаровска грамотно отработал 3 раунда. Опять же, не стал форсировать бой, ломать молодого спортсмена. Поздравляем, поздравляем. Становится чемпионом Дальнего Востока и получает путевку на чемпионат России. Напомним, чемпионат России пройдет в городе Анапа в апреле этого года. Буквально через пару недель уже чемпионы и победители данного турнира уже окажутся в первенстве и чемпионате России в городе Анапа. Ну, перед этим, естественно, пройдут серьезные сборы. Очень надеемся на успешные сборы. Очень важно пройти подготовку без серьезных травм и прийти к чемпионату России оптимальной В форме. наилучшей форме, да. Да. Чемпионат России, еще раз повторяюсь, очень конкурентный турнир. Там отобраться, стать первым на первенстве и на чемпионате, это многого стоит. Да, и практически случайных людей Да, не бывает. отбор просто жесточайший у нас. Как бы единоборство у нас в России развиты, борьба, единоборство у нас как бы. Чемпионат очень сильный, интересный, сильный. Красный угол. Вагабов Шамиль. Приморский край. Да, входит Вагабов Шамиль, мастер спорта России из Приморского края. Город Уссурийск он представляет. Тоже воспитанник Андрея, да? Водоплевова. Да, воспитанник Андрея Вячеславовича Водоплевова. И представитель Республики Саха-Якутия Куцуруев Адулай. Ну, здесь я скажу, что Вагабов Шамиль мастеровитый парень, ага, призер чемпионата России. Ну, сейчас посмотрим, как бы вес такой.
скажем так, темная лошадка. Возможно, наш спортсмен. Очень на это надеемся. Андрей Васильевич его вытаскивает. Наш главный тренер Андрей Васильев настроил своего спортсмена. Хлопки по спине напутственные. Да, очень серьезный вес, до 91 килограмма. Мощные ребята. Я вот не помню, в прошлом году Шамиль Вагабов у нас на чемпионате России боксировал в весе, да? По-моему, в призах был, да? Не помнишь, Александр? Призы, по-моему, Да. попал он. По-моему, попал он, потому Если честно, не помню, да. Сейчас я не упомню. Ну, Шамиль серьезный боец. Оп. Да, в данном поединке, мне кажется, 3 раунда не состоятся. Как ты думаешь, Петр? Ну, что-то размен, да, ребята как бы Такой стали там, достаточно да. жесткий. Ага. Как бы тушеваться не стали. И Да, Шамиль прощупывает корпус нашего спортсмена. Ой, ну, Адулай да. вот тушеваться не собирается. Да. Только вперед, видимо, установка. Так, обмениваться любезностями не собирается, скажем так, наш спортсмен. Ну, видно, что не совсем уж новичок. Хуцуруев, Адулай, да? Да, наш спортсмен. Несмотря на наши ожидания. Просто, если честно, вот раньше я вот не слышал и не видел данного спортсмена. Ой, это Опа. нокдаун. Четкое попадание. То и следовало ожидать. Левый. Удар мастера спорта России Шамиля Вагабова. Ну, Левый, как бы, сейчас посадил. левый ну, боковой. Да, сейчас очень опасно. Надо, да, пропускает. хорошенько защищаться. Ну, как мы и предполагали, скорее всего, поединок может завершиться раньше срока. Ребята не слышали гонг, Да. накал страстей. И все-таки последний галофинал сегодняшней программы. Да, тут вес такой, как в ручку бросил, как бы можно и уснуть, да? Да. Свет отключат, даже не Надо поймешь. отдать должное Хуцуруеву Адулаю, молодец. Ага, как бы. Не стал он там, пошел, да, получается? Да. Вагабов Шамиль, Приморский край. О, неплохую технику демонстрирует наш спортсмен. Ну, серию такая неплохая. Левый боковой зашел. Да. Довольно-таки ощутимо. Левый да. крюк. Ага. Это очень частый нокаутирующий удар в целом. Итак, второй раунд. Да. Очень внимательно. Надо плотно защищаться. Руки, главное, не опускать нашему спортсмену. Потому что это может привести очень к роковой ошибке. Тем более в этом весе до 91 килограмма. Интересно, сколько лет Шамилю Вагабову? Ну, я даже так не скажу. Ну, молод, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Максимум, наверное, 26, наверное, я так думаю. Ну, а так Максимум. достаточно долго он выступает. Ну, Ну, как да, бы давно выступает, очень да. много раз он сюда приезжал. Да. И все время среди мужчин. И молодец, что, как говорится, не уходит из спорта Да. и поддерживает свою спортивную форму, да? Да, Очень хорошо выглядит. согласен. Так, и снова открывает счет рефери. Да, верно. Да, Явное и, преимущество. соответственно, бой завершился ввиду явного преимущества мастера спорта России из Приморского края Вагабова Шамиля. Хусруев Адулай из Республики Саха-Якутия ни на секундочку не показал, что он, как говорится, боится Да. мастера спорта. Шел вперед, Стушевался, да. Просто как говорится, можно только поблагодарить благодарить его. за Да. то, что за честь республики он дрался до конца, что говорится. Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик в памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова боец красного угла Вагабов Шамиль, Приморский край. Поздравляем, искренне поздравляем, искренне рады за Вагапова Шамиля. Не зря он приехал с такой дали, с Приморского края. Доказать очередной раз, что он лучший на Дальнем Востоке. И очень надеемся, что, получив путевку на чемпионат России, выступит успешно. Желаем всем успехов в спорте. Будьте здоровы. И занимайтесь кикбоксингом. Да, на сегодня наши галофиналы закончились. Пожелаю всем вам успехов, здоровья. Приходите в залы. До свидания. Каждой хозяйке хорошо знакома усталость от тяжелых пакетов после очередного похода в магазин. Мы нашли решение проблемы. Представляем вашему вниманию сумку-тележку «Мечта хозяйки». Специальная конструкция со складывающимися колесами позволит вам за считанные секунды превратить компактный клатч в хозяйственную сумку. Ее можно носить на плече или в руках, пока она еще достаточно легкая. А когда вес продуктов станет ощутимым, вы просто выдвинете колеса и катите ее по земле. С сумкой-тележкой вы сможете купить сразу все необходимое, и вам не придется таскать тяжести. Сумка-тележка «Мечта хозяйки» выдерживает более 15 килограммов. Благодаря специальным колесам из морозоустойчивого материала сумка-тележка будет легко передвигаться по любой поверхности, как по асфальту, так и по грунтовым тропам и траве.
вы сможете пользоваться тележкой круглогодично. Мягкая ручка позволяет при минимальных усилиях легко катить такую сумку позади себя, а специальная светоотражающая полоса на тележке обезопасит вас в темное время суток. Сумка-тележка «Мечта хозяйки» доступна в 3 цветах – сером, коричневом и ярко-зеленым. Сумка-тележка обойдется вам по цене всего от 790 рублей. Просто выберите подходящий вам цвет. Торопитесь, предложение строго ограничено. Каждая женщина хотя бы раз в своей жизни носила тяжелые сумки и пакеты, возвращаясь с рынка или магазина. Ведь на первый взгляд кажется, что полиэтиленовые пакеты проще, удобнее и дешевле. С сумкой-тележкой «Мечта хозяйки» вы сможете купить сразу все необходимое. Она выдерживает более 15 килограммов. Сумку легко перемещать благодаря специальным колесам, что позволяет вам защитить спину и суставы от излишних нагрузок. Сумка-тележка «Мечта хозяйки» превратит поход по магазинам в легкую прогулку и сбережет ваше здоровье. Но и это еще не все. Прочное влагостойкое покрытие защитит ваши покупки от непогоды, а в случае загрязнения сумка легко моется водой. Внутри сумки вставное пластиковое дно для жесткости и придания формы, а вместительный карман на молнии пригодится для денег, документов, ключей и других важных мелочей. С сумкой-тележкой «Мечта хозяйки» вы сможете купить сразу все необходимое. Она выдерживает более 15 килограммов. Специальная конструкция со складывающимися колесами позволит вам за считанные секунды превратить компактный клатч в хозяйственную сумку. Сумка-тележка «Мечта хозяйки» доступна в 3 цветах – сером, коричневом и ярко-зеленом. А стоимость вас приятно удивит. Звоните по телефонам, указанным на ваших экранах, и заказывайте сумку-тележку «Мечта хозяйки» всего от 790 рублей. Облегчайте себе жизнь и берегите свое здоровье. Торопитесь, предложение строго ограничено. Быйыл гурата ден биге булрын бебедиш битери поппет. Быйыл булан бу куракты битен открытой ден агас кыттар хапсага жеттарга барлагара намыт иттебет. Онтупудаттан аксанытнан көре боллак битна оны бу төһөдүк таамнак масадрын кытларын көрдөк битне хүддах үчүгөй. Той 332 гейдеттерди. О кытында 2 күнгө. Онтон эдбагаяңа мастан норматын толуру, вана бал толуру нормата дагыста. Вот онтон төһөдөгөнө бу биле карантин кенеттен аридахым натыгы калан көрөктөһи капсай көрөктөһи төһөдөл бак боллар быһырыга хем бире бак көрөк хамантан мутур бак ташыйын болон беге терячилер бу
Nehliňe lor jahar Kuttun Hukukunun Karşı Komiteyet bir-iki terli tor komiteyçilerine bari yürüdübüt. Bihigi bu terehmetin John ılımıt diyemit. Bihigi Bahar Naydar bütün buyur huluz bölü hetterin ondan tam bu bilden turar Sakhanjifti gaz ızbıt ülü hetterin John bu teherge bütün öyemit manlı korekte hine kana askat tugar kayta ıta bu diyen sotol koyduk takbut. Mehne yapar Psikolojik Sport Ministerstvetine atıttan, Çoğla Ministeratıttan, Ministri Holbayashlar atıttan, ondan tan modern sportivnay kompleks, onna Respublika Kapsağı Federasyonu bihigine öyötü, bihigattan Opsay tıl bulduğu ondan kana askat tugar bu korekte hine